Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Бургустанская. Здесь установлена братская могила 545 бойцам и командирам 2-й Юго-Остинской бригады. 102 года назад, в сентябре 1920 года, во время гражданской войны, на этом месте происходили трагические события, унесшие несколько тысяч жизней. В начале сентября 1920 года на юге России вспыхнул антисоветский вооруженный мятеж. На его подавление вместе с другими частями Красной армии была переброшена и 2-я Юго-Остинская бригада. Войск для подавления, как я повторюсь, для подавления этого восстания на Северном Кавказе не было боеспособных. И тогда советская власть вспоминает о том, что на территории Владикавказа находятся беженцы, юго-осетинские партизаны. Из них самым срочным образом начинают формировать 2-ю Юго-Осетинскую бригаду. Бригада изначально должна была насчитывать 3000 человек, но, к сожалению, времени для ее полного формирования не было, поэтому набрали 1550 человек. Большую часть подразделения составляли осетины-иммигранты из Южной Осетии. Им совместно с другими частями Красной армии было приказано атаковать и занять все мятежные станицы. Очевидцы тех событий вспоминали, что осетины оказались в окружении белых и пробивали себе путь штыками. Окруженные, находясь под непрерывным огнем противника, неся многочисленные потери, осетины и не думали о сдаче. Из 1556 бойцов бригады за все время боев погибло 1233 человека. У той войны не было каких-то своих законов, в плен старались не брать, рубка была насмерть. Где похоронены наши бойцы, к сожалению, сегодня мы не можем знать, да. 11 сентября 1968 года в станице Бургустанская, рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был открыт обелиск бойцам и командирам 2-й Юго-Остинской бригады. На открытии присутствовали и ветераны тех боев. В 1968 году приехала делегация из ветеранов 2-й Юго-Остинской бригады, и был установлен небольшой памятник в станице Бургустанской, где есть надпись о том, что погибло 545 бойцов и командиров 2-й Юго-Остинской бригады. Но эта цифра, можно смело сказать, что она занижена. Да. Она занижена, потому что если читать письмо Александра Джаттиева, которое он адресовал в ЦК Компартии Грузии, то погибших было 1300 человек. Местные жители и выходцы из Осетии часто приходят на место поклонения. 11 сентября 2020 года на столетие геноцида осетин в храме святого Георгия Победоносца в станице Бургустанская был отслужен молебен в память о событиях столетней давности по погибшим в войне осетинам и казакам. 2 года назад мы отмечали юбилей, один из таких печальных событий. Это события 20-х годов 20 века, которые происходили 10 и 11 сентября. В эти дни мы также имеем возможность вспомнить те драматичные события, с которых прошло уже 102 года. Эти события, эти уроки прошлого мы, конечно же, обязаны помнить и, конечно же, не должны о них забывать. В текущем году при поддержке остинского мецената Гелы Валиева на объекте культурного наследия начались ремонтно-восстановительные мероприятия. Работы планируется закончить к ноябрю. Эльвира Тибилова, Джонни Техав, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.